Тлек Алмазбекович, у вас есть вопросы к представителю Кабинета министров? Да, есть. Пожалуйста. Вот вы утверждаете, что созидательность не нарушена, да? Я могу привести вам пример. Смотрите, если заявитель подает в письменном или электронном виде в министерство чтобы дали опровержение, и, соответственно, интернет-страницы или, так скажем, журналисты, они отказываются это делать. И на основании, получается, того, что они отказались, и если будет письменное обоснованное требование, предъявляемое заявителем, лишь на этом основании сайт могут закрыть на 2 месяца, а потом, если, соответственно, ответчик не согласен, он идет в административный суд, и пока судебная тяжба будет разбираться, это непонятно, месяца 3-4. Соответственно, и еще это продляется на 4 месяца. Дальше, ну, грубо говоря, 6 месяцев сайт не будет работать, правильно? Уважаемый Тлек Алмазбекович, на ваш вопрос я уже в своем доводе указал, что согласно пункту 17 данного порядка, где владелец сайта в сети интернет, владелец страницы в сети интернет, они, если не согласны с решением уполномоченного государственного в сфере информации, да, право обжаловать его в административном досудебном порядке, а потом идет судебный порядок. И все это время вот сайт не будет работать. Там же в министерство в досудебном порядке, если согласно закону Кыргызской Республики об основах административной деятельности, административных процедурах, в средствах информации, если имеется информация, которая послужила случаем немедленного исполнения административного акта, либо исходя из общественных интересов, да, тогда уже допускается. А если нет, тогда можно согласно досудебного порядка обжаловать министерство непосредственно в уполномоченном органе. Хорошо, я вас понял, у меня нет вопросов. Уважаемые судьи, есть вопросы? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот вы ссылались на 9-й пункт 7-го пункта этого порядка, где предоставлен перечень, да, который необходимо для того, чтобы уполномоченный орган начал рассматривать по данному делу заявление. Да? И вот там написано информацию, заявитель должен предоставить информацию или материалы, подтверждающие отказ владельца сайта или страницы сайта в сети интернет от удаления недостоверной ложной информации, размещения информации о ее опровержении. То есть вот в данном случае владелец сайта обоснованный же отказ предоставляет, то есть в таком со стороны владельца сайта, в каком формате и как предоставляется обоснованное или просто отказ без обоснования. Я почему задаю этот вопрос, потому что в любом случае Министерство культуры, когда создается комиссия, рассматривает заявление этого пострадавшего, скажем так, да, Министерство культуры решает о том, что необходимо удалить эту информацию. То есть вопрос ставится об удалении, правильно, этой информации. И Министерство культуры, рассматривая именно обоснованный отказ владельца сайта, принимает решение об удалении этой информации или об отказе на вот это заявление обращающей стороны. Я поэтому спрашиваю, когда Министерство культуры рассматривает по поводу, вот, опять же, информации и материалы от владельца сайта, который отказывается удалить эту информацию, какое оно обоснованное или просто дает, говорят, нет, мы отказываемся, и она будет дальше существовать в интернет-пространстве. Уважаемый суд, разрешите относительно материалов, которые будут рассматриваться в министерстве в досудебном порядке, да, обоснованность, необоснованность будет рассматривать комиссия. А относительно они
я думаю, обоснованно будет давать материал об отказе, например, да? Нет, я имею в виду обоснованно не со стороны Министерства культуры, а обоснованный отказ или нет. Вопрос касается того, что какую информацию владелец сайта предоставляет заявителю. Заявителю. Обоснованный он отказ или просто пишет обычно, вы же рассматриваете, вот что на практике же есть форма отказа, просто без обоснования отказываются или обосновывают в связи с чем? Правдивая или это ложная информация? Согласно порядку положению, да, владелец сайта не должен обоснованно отказать в этом, и потом на основании чего будет комиссия рассматривать. Есть у вас еще вопросы? У меня к вам вопрос. Нет вопросов, да, уважаемые коллеги? У меня к вам вопрос. Вот вы сказали, что владелец сайта в соответствии с этим порядком установленным имеет право обжаловать в досудебном порядке, а потом в судебном. Досудебный порядок, что вы имеете в виду? Куда он должен? Решение принимается на уровне, насколько мы поняли, окончательный акт подписывается на уровне заместителя министра культуры, информации, спорта и молодежной политики. Куда должны обжаловать? Согласно порядку. И вообще этот порядок предусмотрен? Работает этот механизм вообще досудебного порядка? Уважаемый суд, разрешите, да, досудебный порядок в данный момент работает. Владелец сайтов, они досудебный порядок согласно закону об Кыргызской республики об основах административных и административных процедурах, они должны обращаться в министерство, то есть это непосредственно Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, это орган, который непосредственно уполномоченный орган, который занимается этим. Уважаемый представитель Кабинета министров, заместитель министра – это тот же министр практически, который отвечает за какой-то определенный круг вопросов. Решение заместителя министра, который принял на основе работы какой-то комиссии, да, какой-то группы людей. И что вы считаете, что министр один в единственном числе должен пересмотреть, что ли? Это орган, это если бы, скажем, у вас где-то на уровне департаментов рассматривалось, да, Министерство культуры и информации, это другой вопрос. Если у вас нет ответа на этот вопрос, и вы просто исходите из норм закона об административных процедурах, так и скажите, тогда мы спросим его представителей соответствующих органов. Хорошо, уважаемый суд. Хорошо. Присаживайтесь.